На этой неделе глава республики Сергей Миняйло внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Работодателям рекомендуют перевести на дистанционный режим работы людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Также предложено отправить на удаленку не менее 50% сотрудников. Министерству труда и социального развития, а также Министерству здравоохранения республики до улучшения эпидситуации перевести подведомственные учреждения соцобслуживания на вахтовый режим. Министерство образования, науки и органам местного самоуправления организовать в учебных заведениях обязательную термометрию. В Северной Осетии выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса. В случае ухудшения эпидобстановки школьников отправят на дистанционное обучение. Последние данные об эпидемиологической ситуации в республике в материале Георгия Дзапарова. Первые 20 случаев нового штамма омикрон выявили в республике на этой неделе. Все больные на амбулаторном лечении. Число зараженных коронавирусом за 5 дней выросло на 10%. По словам главы региона Сергея Миняйло, все лаборатории по выявлению COVID-19 должны работать круглосуточно. Тест-системы для выявления омикрон штамма республика получит в ближайшие дни. В 3 раза чаще стали болеть и дети. Как рассказала руководитель Минобра Элла Алибекова, 67 классов закрыты на карантин. Сергей Миняйло заявил, в случае ухудшения эпидситуации ведомство должно быть готово к переводу школьников на дистанционное обучение. На базе 5 медучреждений развернули 768 коек, из них 91 реанимационная. Если понадобится, фонд увеличат. Пациентов будут размещать в КБСП, Орхонской больнице и пригородной ЦРБ. Стационары полностью обеспечены медперсоналом, лекарствами, медицинским кислородом и расходными материалами. При необходимости увеличится и число бригад скорой помощи. Георгий Дзапаров, Ибрагим Чочиев, специально для программы «В итоге». В КБСП устанавливают 2 цистерны для хранения жидкого кислорода, каждая по 11 тонн. Этого хватит, чтобы полностью покрыть потребность медучреждения в кислороде. Также в республику доставили газификаторы. В течение недели подрядчик проведет подключение. Затем пакет документов передадут в Ростехнадзор для регистрации оборудования. Кроме основной, специалисты также проложили запасную и резервные линии. В связи с складывающейся эпидобстановкой будет определено количество необходимых коек. В России это 20% коечного фонда свободного должно быть. Под этот прогноз мы будем ориентироваться. Это количество обращений, поэтому мы также готовимся, подготовлены все необходимые документы, план по случаю развертывания дополнительного коечного фонда и усиления амбулаторной службы, что самое главное. Совет Госдумы единогласно решил снять с повестки законопроект о введении системы QR-кодов. Напомню, документ на рассмотрение внесли в ноябре прошлого года. Вопрос стал самым обсуждаемым на протяжении нескольких месяцев. По мнению парламентариев, документ, разработанный как экстренная мера, нуждается в доработке. Отразится ли это на ограничительных мерах, выясняла Алана Томаева. Госдума единогласно сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Как отметила вице-премьер страны Татьяна Голикова, все из-за неопределенности развития эпидобстановки. Единая Россия совместно с правительством приняла решение отложить принятие этого законопроекта в связи с тем, что требуются дополнительные доработки. Ситуация меняется, нужно смотреть. Конечно, одним из доводов это было диалог с гражданами, то есть очень много было недовольств, как вы знаете, очень много было негативных отзывов. Это все прорабатывается, осматривается, конечно, и в связи с этим, я думаю, будут приниматься какие-то уже решения. У многих жителей страны возникли вопросы. Попробуем разобраться. Если закон сняли с рассмотрения, это не значит, что его отменили. А в конце прошлого года президент страны наделил глав регионов полномочиями самостоятельно вводить ограничительные меры в соответствии с эпидобстановкой. В нашей республике они пока сохраняются. К слову, даже те, кто во время новогодних праздников был на так называемых QR-каникулах, вынужден сейчас их прерывать. Омикрон стремительно распространяется по стране. В режиме повышенной готовности система здравоохранения республики. На сегодняшний день на территории нашего субъекта с октября прошлого года продолжает действовать ряд ограничительных мер, и одна из них – это наличие QR-кодов, либо иных заменяющих его документов для посещения общественных мест. На сегодняшний день, к сожалению, эпидситуация по-прежнему остается неблагополучной. Поэтому все-таки эта мера, она, конечно, оправданная. И говорить о том, что сейчас настало время отменять QR-коды, и это как-то положительно повлияет на распространение новой коронавирусной инфекции, пока, к сожалению, об этом рано говорить.
Законопроект внесли на рассмотрение 12 ноября прошлого года. С тех пор вопрос не перестает быть самым обсуждаемым. Общественность реагирует остро. Большинство уверено, законопроект ущемляет права и требует доработки. В Общественную палату России поступило больше сотни тысяч обращений, в том числе жителей Северной Осетии. В Российскую общественную палату и в Общественную палату республиканскую было большое количество обращений. Все эти обращения обработаны. На основании этого Общественная палата республики вынесено заключение, и наши предложения не переданы в Общественную палату России, учтены, и на основании этого будет доработка законопроекта. Система QR-кодов негативно сказалась и на бизнесе. Общепит, развлекательные спортивные заведения переживают кризис. Убытки исчисляются примерно на уровне 50% от допандемийного уровня. Многие предприятия, в том числе общественное питание, те, которые я назвал, на грани закрытия. Рассмотрение закона перенесли на неопределенный срок. Все зависит от эпидобстановки в стране. Новый штамм коронавируса омикрон выявили практически во всех регионах. Статистика сегодня бьет рекорды в сравнении с началом пандемии. Число заболевших изо дня в день растет. Федеральные и региональные власти солидарны в одном – сделать все возможное, чтобы сократить количество заболевших и стабилизировать ситуацию. Алана Тумаева, Бибулат Зуцев. Специально для программы «В итоге». Народный фронт запустил опрос россиян о работе системы здравоохранения в условиях резкого скачка заболеваемости новым штаммом омикрон. По мнению активистов, нагрузка на медперсонал многократно увеличилась. Цель опроса – выявить уязвимые места системы здравоохранения в регионах страны. Подробнее об этом и других проектах Республиканского отделения Народного фронта мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии глава регионального штаба Народного фронта в Северной Осетии Клим Галиев. Клим Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что Народный фронт тесно сотрудничает с медучреждениями с самого начала пандемии. Продолжается ли работа и повлияло ли на эту работу появление нового штамма коронавируса омикрон? Работа ведется с самого начала, еще с марта 2020 года, когда система здравоохранения почувствовала очень большую нагрузку, и было очень важно, чтобы те наши граждане, которые входят в группу риска, максимально предохранялись, максимально защитились, потому что сама система еще не до конца понимала, как от этого лечить. Наплыв больных уже на тот момент был очень большой. И вот тогда был организован волонтерский штаб, мы вместе, так мы его назвали, и он до сих пор по сегодняшний день продолжает свою работу. Оказываем помощь врачам, это и в развозе медикаментов для амбулаторных больных. Оказываем помощь нуждающимся, которые по тем или иным причинам оказались в трудной жизненной ситуации, нуждаются в помощи. Ну и, соответственно, продолжаем тем людям, которые уже у нас, мы их сами называем подшефные наши пожилые люди, ветераны, в общем, все те категории граждан, которые с самого начала нуждались в нашей помощи, по сей день мы продолжаем с ними работать. Штамм омикрон, особо не повлиял, потому что, я как уже говорил, работа и не прекращалась. Я надеюсь, что сейчас мы будем уже более подготовлены, чем в первую, вторую и третью волну. Сейчас все-таки уже и система здравоохранения более опытна, уже отработаны разные варианты лечения больных, самых разных степеней болезни. И я надеюсь, что система окажется готовой. Возвращаясь к теме соцопроса россиян о качестве медицинских услуг, как давно работает проект и есть ли уже какие-то результаты, может быть, промежуточные? Проект работает, опять же, со второй волны, с того времени, когда вышло поручение президента о том, что те люди, которые получают лечение на дому, они должны быть полностью обеспечены, не должны быть лишены внимания врачей. И то же самое поручение было на уровне
республики. Глава республики постоянно этому уделяет внимание. На каждом оперативном штабе, на котором в том числе я тоже присутствую, бывает особое внимание этому уделено. И цель в том, чтобы человек, который не госпитализирован, а лежит дома, не оказался без внимания врачей, без необходимой медицинской помощи и без того перечня бесплатных медицинских препаратов, лекарственных, которые Минздрав России принял решение выдавать всем тем, кому по показаниям они положены. И вот за этим нужно тоже смотреть, потому что бывают различные ситуации, когда человек заболевает и не всегда обращается к участковым врачам. И бывают моменты, когда он выпадает из виду и начинает лечиться сам. И зачастую его состояние начинает усугубляться, ухудшаться, и уже в более тяжелой форме он уже попадает в больницу, где, как мы все знаем, на тот момент был острый дефицит коек. И здесь очень важно вот именно упреждать эту ситуацию. Очень важно уделить внимание профилактике. И вот здесь тот колл-центр, который создан сейчас на базе Минздрава, он обслуживается волонтерами. Волонтеры СОГМА и медицинского колледжа, они ежедневно обзванивают больных, которые на амбулаторном лечении, и выясняют ситуацию. Во-первых, эти обзвоны происходят под наблюдением терапевтов и в первую очередь интересуются состоянием больного. И уже потом задаются вопросы, приходил ли к нему врач, получал ли он лекарственные препараты бесплатные, как его самочувствие. То есть насколько он удовлетворен или не удовлетворен качеством оказанной медицинской помощи. И вот сейчас вот тот опрос, который мы вот сейчас начали, он еще более расширился. И уже мы интересуемся, насколько бригада скорой медицинской помощи вовремя приехала, насколько своевременно человек получил результаты ПЦР-теста, потому что это все влечет за собой уже ту ситуацию, которую мы пытаемся упредить. Потому что если человек, допустим, почувствовал себя плохо, пошел в медучреждение, сдал ПЦР-тест, и если он долго ждет результата этого теста, он, соответственно, переживает за свое здоровье и идет, начинает лечиться сам, без назначения врача, на основании каких-то там или сведений из интернета, или от знакомых, или от родственников, от кого угодно. Но при этом он зачастую не получает квалифицированного назначения и может навредить себе. И вот поэтому на всех этапах оказания медицинской помощи, от вызова скорой и до госпитализации, везде, если система будет работать так, как положено, мы как минимум на 50% снимем нагрузку со стационаров. А уже если та методика лечения, которую уже наши участковые терапевты апробировали, и она дает результаты, то я считаю, что это будет очень полезно наладить вот это, чтобы все происходило беспрепятственно, беспроблемно и своевременно. Говоря о колл-центрах, насколько оперативно сотрудники реагируют на те или иные обращения? Здесь смотрите, здесь колл-центр работает в две стороны, как говорится, в два направления. Основная часть сотрудников колл-центра, которая сидит в Минздраве, они работают на прием вызовов. В основном это касается вызова врача на дом и вопросы госпитализации, вопросы скорой помощи. И вот туда очень большой поток.
очень большой, но в данное время, вот мы его последние 2 недели постоянно мониторим, и пока что дозвон не более чем 1,5 минуты время ожидания с учетом переадресации на те службы, в которых человек нуждается. И вторая часть работы колл-центра – это уже непосредственно обзвон самих больных. То есть здесь чуть-чуть по-разному работают. И здесь я должен сказать, что изначально мы не успевали обзванивать всех тех, которые поступали на амбулаторное лечение, но скорректировали нашу работу, увеличили количество волонтеров. И вот сейчас мы практически покрываем весь тот поток, который ежедневно приходит к нам. Но за последнюю неделю, это буквально среда, четверг, пятница, был очень большой прирост, очень большой. И сейчас надо будет уже в более усиленном режиме, скорее всего, опять придется добавлять количество волонтеров, чтобы успевать за этим количеством больных. Но если специалисты, которые говорят, что лечение от штамма омикрон проходит в более легкой форме, если эти специалисты окажутся правы, то я думаю, еще больше нагрузку мы на себе почувствуем, но волонтеры этого не боятся. Самое главное, чтобы стационары справились, потому что самые тяжелые больные все-таки попадают туда. И с учетом того дефицита кислорода, который мы наблюдали в предыдущую волну, будет очень тяжело. Поэтому сейчас готовимся. По информации медучреждений, запасы медицинских препаратов сейчас позволяют говорить, что система готова, а дальше будем смотреть, мы будем опять дальше помогать людям, помогать врачам, чтобы никто без внимания не остался. Клим Георгиевич, расскажите, пожалуйста, какие планы у Народного фронта на ближайший год? Может быть, какие-то задачи в приоритете? В приоритете, конечно же, это акция «Мы вместе». Это то, что нас уже связывает с нашими людьми. От этого мы, скорее всего, в 2022 году никуда не денемся. И, конечно, мониторинг указов, поручений президента никто не отменял. Это и мониторинг исполнения национальных проектов, это и горячее питание в школах, это качество дорог, качество благоустройства городской среды. Здесь очень много тоже появилось вопросов за последнее время. И все мы уже привыкли вопросы экологии, вопросы социальной поддержки людей. Все эти вопросы остаются на контроле Народного фронта. Мониторинги будут продолжаться, плюс и наши те инструменты, по которым мы складываем ту картинку, которую мы отправляем на стол лидеру нашего движения, президенту страны. Это наши опросы, анкетирование. Здесь я бы попросил наших граждан активнее в них участвовать, потому что все эти нацпроекты, все указы, поручения, это все ради того, чтобы качество жизни людей повышалось. И, как говорит наш лидер, все должно сказываться на конкретном человеке. То есть те отчеты, которые мы видим в средствах массовой информации, там то сделали, это освоили, это хорошо, но человек должен эти изменения ощущать на себе. А для этого нам нужно бывает зачастую узнавать мнение людей, и попросил бы активнее выражать свое мнение, и там эти опросы не всегда бывают, не всегда надо бывает указывать персональные данные, то есть можно поучаствовать в вопросе анонимно, но это для нас тоже такая очень полезная информация, исходя из которой
те недоработки, которые есть, их имеем возможность донастраивать и приводить в порядок. То есть это наша ежедневная работа, она продолжается в 2022 году. И цели те же, задачи те же. Так что продолжаем работать. Спасибо большое, Клим Георгиевич, что нашли время и пришли сегодня к нам. А я напомню, у нас в студии был глава регионального штаба Народного фронта в Северной Осетии Клим Галиев. Мы продолжим выпуск после рекламы. Новая жизнь в новых квартирах. На этой неделе долгожданное жилье получили еще 33 человека из категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В гостях у счастливых новоселов побывали мои коллеги. Ольга Малхизова, наконец, может воплотить свои мечты в реальность. Много лет она представляла, как однажды обустроить свою новую квартиру. Здесь у меня будет стоять кухня, кухонный уголок. Там небольшая рабочая зона, чтобы я могла готовить обеды для своей семьи. Когда Ольге исполнилось 10 лет, мать лишили родительских прав по состоянию здоровья. Отец пропал без вести. Сейчас у нее своя семья – муж, дочь и сын. Для полного счастья, говорит девушка, не хватало только собственного жилья. Позвонила Виктория с органов опеки по моему округу. Она мне сказала то, что Оля, сядь, а то упадешь, потому что наконец-таки свершилась твоя самая главная мечта. Я, конечно, все поняла. Я с детьми, мы стали там прыгать, веселиться. Мне очень нравится, я очень довольна. Я даже о таком и не мечтала, что у меня будет такой ремонт. Тяжело сдерживать эмоции и Владимиру Карнаеву. Он тоже всю жизнь мечтал о собственной крыше над головой. Теперь в его руках заветные ключи. Квартира оправдала все ожидания. Есть сантехника, индивидуальное отопление, даже занавески. Я очень сильно удивлен, приятно удивлен такому ремонту, такой квартире в целом с таким видом. Прям очень меня удивило. Оправдались ожидания вполне и даже больше. В прошлом году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрели 75 квартир. На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделили больше 125 миллионов рублей. Работу продолжим. В 2022 текущем году планируем приобрести больше жилых помещений. И, соответственно, уже средства также нам выделены на эти цели. Будем продолжать работу в этом направлении. На 2022 год выделено 46 миллионов из федерального бюджета и около 100 миллионов из средств республиканского бюджета. С конца декабря прошлого года ключи от долгожданных квартир уже получили 44 человека. В ближайшее время новоселье отметит еще 31. Требования к качеству жилья высокие. Рассматривают только готовое жилье под ключ. Я вам хочу сказать, что обеспечение жильем детей-сирот – это одна из ключевых социально значимых задач, которая поставлена главой нашей республики Сергеем Ивановичем Миняйло перед всеми заинтересованными ведомствами. И сегодня правительство и руководство республики старается сделать все возможное, чтобы защитить интересы этой самой социально уязвимой части населения. Квартиры от 33 квадратных метров с ремонтом, новой сантехникой, индивидуальным отоплением. По словам специалистов, сейчас в очереди на жилье больше 1000 человек. Валерия Козаева, Сабина Гатагова, Хэта Гапоев, Александр Левченко. Специально для программы «В итоге». Экономики республики квалифицированные кадры. В Северной Осетии планируют реализовать пилотный проект по тесному взаимодействию работодателей со средними и высшими учебными заведениями. Такое решение принято по итогам совещания главы республики Сергея Миняйло и руководителями образовательных организаций и работодателями. Сергей Миняйло отметил, образование республики нуждается в комплексной модернизации и развитии. Одна из важнейших задач – подготовить квалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов. При этом глава региона подчеркнул, проблема трудоустройства выпускников средних и высших учебных заведений не всегда связана с отсутствием рабочих мест. В современных условиях требования к подготовке кадров повышаются. Уровень компетенции молодых специалистов должен отвечать веяниям времени. Помочь в этом может открытие в регионе научно-образовательного центра. Министр образования и науки республики Элла Алибекова сообщила, количество ребят, которые уходят после 9 класса в учреждения среднего профессионального образования, ежегодно увеличивается. С 2018 года этот показатель вырос на 35%. Наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются такие направления подготовки, как бурение нефтяных и газовых скважин, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и
и системы связи. При этом выбранные профессии не имеют спроса на рынке труда. По данным председателя комитета по занятости населения Альбины Плаевой, наибольший дефицит испытывает сфера здравоохранения. На сегодня работодатели сообщили о 223 вакансиях. На втором месте текстильное производство – 147 свободных вакансий, 96 вакансий в сфере образования. Сергей Миняйло призвал работодателей обозначить свои требования к будущим специалистам, чтобы подготовить пилотный проект индивидуальной программы обучения. Почти 2000 некоммерческих организаций по всей стране стали победителями первого в этом году конкурса президентских грантов. В нем участвовали и представители Северной Осетии. Сразу 6 некоммерческих организаций республики получили возможность реализовать свой проект. Подробности у моей коллеги Марины Караевой. Всегда рабочая, но при этом творческая атмосфера. Обычный кусок дерева в руках опытного мастера превращается в произведение искусства. Изделие с национальным колоритом, ритуальная чаша, домашняя утварь и не только. Но особенно здесь гордятся музыкальными инструментами. Их воссоздают, опираясь на нардский эпос, как, например, 12-струнная арфа Хейшенфендер. Ким Тавасиев столярным делом занимается 40 лет. 3 года назад пришла идея делиться своими навыками с молодыми специалистами. Для этого организовал творческую мастерскую народных промыслов «Ремесло». Я видел много родителей, которые хотели привести детей, обучить. Не только детей, родители сами, дедушки, бабушки, офицеры, кого только не было. И все хотят заниматься резьбой. Не все, вот кто ко мне обращался, думаю, такой вопрос очень насыщенный, видимо, актуальный. И я решил вот поделиться этими знаниями. В этом году мастерская Кима Тавасиева победила в конкурсе президентских грантов. Представили образовательный проект «Ремесло детям». Идея в том, чтобы обучить резьбе по дереву детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также студентов из малообеспеченных семей. Планируют провести около 30 образовательных мероприятий в 16 населенных пунктах Северной Осетии. Они могут клеить, шлифовать, красить и собирать изделия, которые мы уже подготовили заранее. Ну, например, изделие быстро собирается, шлифуется и закрашивается. А мобильное приложение «Бажон-Бажон» представляет собой тест из 500 вопросов по истории, географии, языку, литературе, спорту, культуре родного края. Сейчас оно доступно только на платформе Android, но выигранный грант в размере более 400 тысяч рублей расширит возможности. Это такая тестовая среда, в которой пользователи отвечают на вопросы об Осетии, и она полностью на осетинском языке. Жителям она интересна, вот уже более 3 лет существует это приложение. На конкурс фонда президентских грантов мы подали заявку для того, чтобы, во-первых, разработать это приложение для платформы iOS, конечно же, расширить базу вопросов, соревновательную базу вопросов и популяризировать среди населения нашей республики. Среди победителей и спортивные организации Федерация национальных видов спорта, масс-рестлинга и культуры реализует проект «Этноспорт». В планах возродить те виды спорта, которые были популярны в прошлые столетия в нашей республике. И важен это борьба в связке, лянга, а также обновить материально-техническую базу. Много желающих, единственная проблема с инвентарем. И вот в рамках нашего проекта планируется в том числе изготовление досок помостов для масс-рестлинга, чтобы передать их в школы, в образовательные организации, чтобы дети смогли тренироваться, заниматься и уже более профессионально, скажем так, участвовать. И уже из тех, которые согласятся или которым будет очень близко и которые загорятся, мы будем уже набирать из сборной команды. На президентский конкурс свои проекты направили около 30 некоммерческих организаций Северной Осетии. Из них 6 стали обладателями грантов на сумму почти 8 миллионов рублей. Проекты разных направлений – спорт, туризм, культура. При реализации проекта Министерство экономического развития в рамках своих полномочий всегда оказывает им организационную поддержку, а также информационную при реализации проектов, которые стали победителями.
Предоставляется площадка как информационная, так и небольшая имущественная поддержка тоже бывает. Те некоммерческие организации, которые не прошли в первом конкурсе президентских грантов, могут доработать свои проекты и подать уже на второй. Прием заявок начнется 1 февраля и продлится месяц. Марина Караева, Хетак Гапоев. Специально для программы «В итоге». На этой неделе стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Участников будут оценивать по разным критериям – творческому потенциалу, новаторскому подходу к учебному процессу. Героиня нашего следующего сюжета впервые участвует в конкурсе. За плечами богатый профессиональный стаж, а каждый урок – новый опыт. На одном из них побывала моя коллега Сабина Гатагова. Уроки Галины Викторовны дети ждут с нетерпением. Они знают, сегодня их снова ждет что-то интересное. Даже самые серьезные темы она объясняет доступно. Больше 20 лет не просто учит русскому языку и литературе, она прививает любовь к этим предметам. Все началось еще в детстве, только тогда уроки она вела своим куклам и мягким игрушкам. Приход в профессию был с детства, да, задуман. Ну, как мама мне рассказывала такую историю, что когда я родилась, она подбирала мне имя. Она подумала, вдруг она будет учителем, поэтому надо подобрать звучное к отчеству имя. Таким образом, я думаю, что было предопределено все. Галина Викторовна до сих пор помнит, как волновалась перед самым первым уроком. Тогда ей было всего 22 года. Робкая и неопытная, она не справилась с дисциплиной детей. На помощь пришли старшие коллеги. А уже через год нашла подход к каждому ученику. Я каждого ребенка воспринимаю как личность. То есть представляю себя в его возрасте. И знаю, чего, может быть, я боялась, к кому я относилась с уважением, как нужно себя вести для того, чтобы ученик тебя уважал. Для нее важно не просто провести урок, а щедро делиться знаниями с каждым учеником. Нередко одну тему приходится терпеливо объяснять несколько раз. Поэтому ребята так ценят своего учителя. Галина Викторовна, она замечательный преподаватель. Это, наверное, один из малого количества преподавателей, который очень хорошо объясняет. И, в принципе, учась у Галины Викторовны, можно без репетиторов спокойно подготовиться к экзамену ОГЭ, ЕГЭ. Почти четверть века заниматься одним, пусть и любимым делом, совсем непросто. Профессиональное выгорание случается у всех. Однако ученики, неутомимый творческий поиск не позволяют Галине Викторовне уставать. Быть всегда нацеленной на отличный результат и есть залог успеха учителя. Первый выпуск – это что-то незабываемое. И я даже на выпускном вечере сказала у своих первых выпускников, первый выпуск – это как первый ребенок. Мы поддерживаем с ними теплые отношения, встречаемся, всегда с удовольствием проводим время. Впереди новый вызов. Галина Викторовна готовится к конкурсу «Учитель года». Говорит, очень волнуется, но если рядом чуткие коллеги и любимые ученики, справиться можно с любой задачей. Сабина Гатагова, Александр Каджаев. Специально для программы «В итоге». Международная команда ученых, занятых работой с большим адронным коллайдером, пополнилась 4 студентами СОГУ. Юные ученые заняты в эксперименте «Атлас», одном из основных экспериментов Европейской организации ядерных исследований. Как северостинским студентам удалось стать частью масштабного проекта и в чем заключается их работа, расскажет Хетак Плиев. Мы не ищем частицу, мы занимаемся разработкой веб-интерфейса для мониторинга баз данных эксперимента «Атлас». Задача одна стояла изначально. Нужна была только команда. Эксперименты физические – это огромное количество данных, которые человек уже сам не обсчитает. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Известная цитата, которую знают все исследователи. И те, кто уже совершил свой прорыв в неизведанное, и те, кому еще только предстоит. Новое поколение изобретателей мечтает о космических открытиях, и у них свой инновационный путь познания Вселенной. В теории, когда мы закончим приложение, оно будет помогать разработчикам и людям, которые связаны с информационными технологиями, помогать отслеживать разные значения самих баз данных. 4 студента физико-технического факультета СОГУ объединились ради одной цели – обновить приложение, чтобы упростить работу ученых эксперимента «Атлас». Речь идет о готовых показателях баз данных.
Проще говоря, в космосе есть разные частицы, и ученые со всего мира собирают информацию об элементах. Хранятся эти сведения как раз в базах данных. Ну, можно привести пример яблоки, как раз вот холодильник. То, что данные — это яблоки, а то, где они хранятся, это холодильник. И мы как раз смотрим не на сами яблоки, изучаем не сами яблоки. Мы изучаем характеристики этого холодильника, если так можно сказать. Вначале вообще ничего было неизвестно, просто нужно было, собирались люди. Вот и наша команда просто проявила инициативу, мы решили попробовать, посмотреть, что нам дадут. Ну а после этого в дальнейшем выяснилось, что это проект совместно с ЦЕРНом был организованный Объединенным институтом ядерных исследований. Вот, и пошло-поехало. К международному сотрудничеству ребят пригласили весной прошлого года. Они успешно прошли стажировку и начали обновлять приложение летом. Сейчас у нас еще есть полгода до лета, получается, где-то в июле заканчивается. И уже, по истечению времени опять будут оценивать нашу работу и уже дальше скажут, что и как будет. На этом команда молодых изобретателей останавливаться не намерена. Впереди еще одна цель – создание целой службы, которая будет собирать различные метрики самостоятельно, с различных баз данных. То есть наша служба, которую мы должны будем создать, она будет собирать различные данные, типа, вот как я уже говорил до этого, количество запущенных задач, загруженность сервера. Человеку, далекому от этой сферы, сложно понять, о чем идет речь, но для юных исследователей это уникальная возможность стать частью новых космических открытий. Энтузиазма и настойчивости у ребят не занимать. Большие цели требуют больших усилий. Когда мы закончим, то наше приложение будет использоваться прямо в Атласе. Нужно сказать, что оно и до этого уже использовалось в Атласе. Приложение, которое разрабатывалось предыдущими разработчиками. Но теперь потребовалось его обновить, и этим занимаемся мы. И оно будет помогать самим разработчикам вот как раз в отслеживании таких важных показателей, о которых я уже несколько раз упомянул. Благодаря работе с учеными эксперимента «Атлас» у ребят открылись новые перспективы. В будущем они могут пройти стажировку в Швейцарии, где находится крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Может быть стажировка в Женеве, то есть там бывают всякие курсы, стажировки, которые нам могут предложить. А пока ребята набираются опыта и расширяют границы научного, экспериментального сотрудничества. Что это мне придало, это, безусловно, знание в определенных языках программирования. Еще немаловажно знать еще этот фреймворк. Это чисто для меня это очень даже классно. Я получил классный опыт, работая над этим фреймворком. И что дальше? Я думаю, что буду дальше продвигаться в что-то в направлении программирования. То есть изучать что-то новое или затачивать то, что я получил, чему я научился, это буду затачивать еще лучше и лучше. Фетекплиев Алан Суанов специально для программы «В итоге». Это были все новости уходящей недели. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.